все самое важное за эту неделю. ЧП с погибшими. В шахте Ярига-нефти снова случился пожар. Приговор суда. 2 девушкам озвучили срок за попытку сбыта наркотиков. Ни собак, ни людей. Парень с инсультом сам позвонил в скорую. Дождались. В Ухте открыли лабораторию для анализов на коронавирус. И сезон фонтанов на пороге ноября. В Ухте презентовали обновленную достопримечательность. Смотрите прямо сейчас. На нефтешахте номер 3 предприятия Ярига-нефть случился пожар. О возгорании сообщили в 20:03 1 ноября. На момент происшествия под землей находились 82 горняка. Был тут же организован их подъем на поверхность, но удалось обнаружить только 80 человек. По предварительной информации, причиной возгорания послужило короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации ООО «Нефтегазмаш» при проведении ее сотрудниками буровых работ в строительстве скважин одного из уклонных блоков, сообщила пресс-служба Лукойл-Коми. 2 пропавших мужчин пытались найти, но 3 ноября стало известно, что прокуратура после обращения родственников пострадавших ходатайствовала о признании судом факта их смерти. Около 15 часов того же дня стало известно, что суд признал молодых мужчин погибшими. После этого нефтешахту решили затопить. Напомним, в ноябре 2019 года на предприятии уже случилось подобное ЧП. Пожар в одном из уклонных блоков унес жизни 2 шахтеров. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким погибших. По факту возгорания 2 ноября 2020 года было возбуждено уголовное дело. По окончанию тушения пожара следователи проведут осмотр места происшествия. В настоящее время проводятся допросы персонала и руководства предприятия. Решаются вопросы, связанные с изъятием и изучением важной для следствия документации, назначением судебных экспертиз. Ухтинским городским судом озвучен приговор 2 уроженкам Коми за покушение на сбыт наркотиков в составе организованной группы в особо крупном размере. Следствие началось еще летом 2019 года. Оказалось, что в преступное сообщество девушки вступили еще в 2017 году. На тот момент одной из них было всего 17 лет. Студентки познакомились в общежитии, но учеба их не слишком занимала. Они трудились закладчицами в Сыктывкаре, за серьезное отношение к работе были переведены в Ухту на так называемый мини-склад. Они брали крупную партию наркотиков, занимались расфасовкой и дальнейшей реализацией. На одной из попыток достать оптовую закладку их и встретили правоохранители, которые ранее задержали их подельников. В ходе следствия они вину признали, отрицать им было нечего, при них было изъято вещественное доказательство. Это, конечно же, и переписка с интернет-магазином. В квартире по месту жительства были обнаружены многочисленные предметы, орудия, средства, которые свидетельствовали о том, что они занимаются сбытом. Это электронные весы, рулоны скотча, фольги, ну и прочие предметы. Масса ранее изъятых оптовых закладок, которые должны были попасть в руки подруг, составила 251,1 грамм и 253,9 грамма. Как оказалось, за период своей незаконной деятельности девушки заработали неплохие суммы, которые спускали на красивую жизнь – одежды, гаджеты и съем жилья. Правда, закончилась эта история плачевно для обеих. То, что постарше, 20-летний, суд назначил 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ее подруга помладше, которая теперь всего 19 лет, получила срок 5 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил. Прокуратура Ухты поддержала государственное обвинение в отношении бывшего сотрудника одной из исправительных колоний. Мужчина сам стал обвиняемым в уголовном деле по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, использованного в качестве оружия». Дело было возбуждено после пьяной драки с поножовщиной. Из материалов следствия известно, что мужчина пришел со смены, перед этим забежав в алкогольный магазин, располагавшийся в общежитии, в котором проживал. После возвращения с работы он начал выпивать со своей сожительницы, параллельно занимаясь приготовлением морса на общей коммунальной кухне. Будучи под воздействием алкоголя, решил, что часть ягод в морсе отсутствует, в связи с чем предъявил необоснованные претензии в краже ягод своему соседу. Это гражданин иностранного государства,
проживающий на законных основаниях в городе Ухта, значит, предъявил потерпевшему необоснованные претензии. Тот, естественно, возмутился, 2 удара руками по ушам, чтобы утихомирить последнего. Завязалась драка, в ходе которой обвиняемый схватил со стола в комнате потерпевшего нож и нанес 1 удар в живот. Мужчина был госпитализирован. Прокуратура Ухты ходатайствовала о назначении наказания в виде реального лишения свободы, а также о запрете на занимание некоторых должностей обвиняемым. Но суд счел, что в деле есть ряд смягчающих обстоятельств. Во-первых, пострадавший первый нанес удары, сыграла роль и активное содействие следствию самого подсудимого. Он написал явку с повинной и возместил затраты своего соседа на лечение. Так что суд вынес приговор 2 года условно. К слову, из колонии, в которой обвиняемый работал, он уволился по собственному желанию, почти сразу после случившегося. В соцсетях активно обсуждают видео, сделанное ухтинцем на улице Синюкова. Мужчина за кадром комментирует: «Вот так в Ухте гуляют волки». Пользователи сети тут же разделились на 2 лагеря. Одни недоумевают, как такое возможно. Им отвечают скептики. Дескать, на видео собака, а не лесной хищник. Луч света на ситуацию пролил комментарий биолога Анны Канды в группе газеты «Палитра города». Специалист отметил, что зверь и правда похож на молодого волка, но он от чего-то не особо боится людей. И тому есть объяснение. Или его прикармливали, или он помесь волка с собакой, а возможно, животное больно бешенством. Напомним, это не первое сообщение о волке в городе. 30 октября животное видели на Синюкова, а ранее недалеко от въезда в город возле набережной Газовиков. 5 ноября стало известно о том, как закончились поиски пропавшего студента местного вуза. Молодого человека начали искать 4 ноября. О том, что он пропал, заявили его друзья. Дескать, пошел снимать сторис для Инстаграма, но до вечера так и не вышел на связь. Его телефон оказался выключен. За дело взялись местные волонтеры, занимающиеся поиском пропавших. Они же параллельно отправили друзей писать заявление в МВД. Молодой человек где-то в час дня перестал выходить на связь. Это район у нас машиностроителей. По их словам, он там снимал, ходил для Инстаграм видеоролики. Ну и, соответственно, возле бывшего клуба «Три Клаб» последний его выход в социальные сети. В процессе поисков стало известно, что молодой человек еще днем, приблизительно около 14 часов, попал в больницу с инсультом. Появилась информация, что молодого человека кто-то очень сильно напугал. Например, крупный пес, следы которого были рядом с предполагаемыми следами парня. Он упал недалеко от дороги, и кто-то из прохожих помог ему добраться до медучреждения. Потерявшимся студентом оказался активист из УГТУ. Молодой человек действительно теперь в больнице, ждет обследования, но чувствует себя хорошо, о чем он сообщил в соцсетях журналисту ГСП. Также юноша сказал, что никто его не пугал и никто ему не помогал. Почувствовал себя плохо и тут же позвонил в скорую, которая отвезла парня к медикам. Строили, строили и, наконец-то, достроили. Вспоминается крылатая фраза из советского мультика при упоминании ПЦР-лаборатории в Ухте. Они заговорили еще в апреле этого года, потом открытие все переносили, и вот этот чудесный день настал. 4 ноября в лаборатории перерезали красную ленточку. Если коротко, это действительно событие в сегодняшних реалиях, при активном росте заболеваемости, которого в апреле не было. Лаборатория нам просто необходима. Ну, это просто облегчает нам жизнь намного. Почему? Потому что мы забирали материал, затем нам необходимо было доставить его в Сыктывкар, то есть у нас терялся 1 день. Это и потери времени, и потери, естественно, финансовых средств, то есть это транспорт, это горючее, да, это работа водителя. Анализы будут делать по показаниям медиков бесплатно. Материал для исследований забирать будут дома и доставлять в здание на Оплеснина. Первое, мы работаем прежде всего для пациентов, которые больны, да, и для тех пациентов, кому нужно подтвердить диагноз ковид. Естественно, исследования проводятся именно по показаниям
пока не по желанию, естественно, да, любого человека, который хотел бы проверить свой статус. Работают в новой лаборатории 3 специалиста, одним из которых стала ординатор-бактериолог, проходившая в Перми обучение по направлению от нашей поликлиники. Систему за несколько дней до открытия уже откатали на медиках, болеющих коронавирусом. В ближайшие недели анализы тут будут делать только ухтинцам. После уже можно будет говорить и об обработке биоматериалов больных из других муниципалитетов. Лаборатория понадобится и после пандемии. Мы получили разрешение, санэпидзаключение на работу с другими микроорганизмами. То есть мы будем делать гепатиты, грипп, инфекции, передающиеся половым путем, что очень важно и для наших беременных женщин, и для тех, кто планирует рождение детей, да, то есть проблемы с бесплодием, то есть это обследование этих женщин, то есть достаточно широкий спектр. Туберкулез мы будем делать методом ПЦР, что тоже сейчас выполнялось у нас на базе лаборатории города Сыктывкара. Помимо прочего, лабораторию будут развивать. На это Минздравкоме уже выделил 5 миллионов 715 тысяч рублей. Это необходимо для наращивания объемов. Теперь тут обрабатывают 200 проб в день. Также на выделенные средства закупят и дополнительное оборудование, в том числе и для утилизации отходов. Детскую площадку на улице Куратова демонтируют. Напомним, городок с игровыми комплексами появился в Ухте в 2011 году и мигом стал популярен среди детворы. Вот только гладко все было до прошлого года. Летом 2019-го на площадке случилось ЧП. 6-летней девочке на голову упала металлическая труба. Горка, на которой ребенок играл, сломалась. Тогда предприятие «Ухта-спецавтодор», которое обслуживало площадку, заявило, что вносить коррективы в конфигурацию сооружений не имеет права. То есть не имеет права делать ремонт. Часть аттракционов демонтировали уже тогда. Позже, в ноябре того же года, за несоответствие площадки требованиям ГОСТа и технического регламента, директору предприятия вынесла представление прокуратура. Как следует из свежего релиза ухтинской администрации, на балансе спецавтодора был только домик охранника, освещение и ограждение. Сам комплекс так и остался в собственности некоммерческого фонда. В 2020-м специалисты провели экспертизу, выявили несоответствие конструкции новым требованиям и решили убрать непригодные элементы. Один из ухтинских депутатов уже пообещал, что на их место поставят новые следующим летом. В минувшую субботу, 31 октября, прошел пробный запуск фонтана на Октябрьской площади. Работы по восстановлению ухтинской достопримечательности начались в июле этого года. Фонтан уже давно требовал реконструкции. Установленный 60 лет назад, он потерял не только презентабельный вид, но и явно поизносил все коммуникации. Обновить его пытались прошлым летом, заменив поистрепавшихся рыбок слониками, которые у ухтинцев вызвали очень неоднозначную реакцию. В пользу обновления фонтана сыграла и масштабная реконструкция детского парка. Мэр решил, что негоже оставлять фонтан в таком состоянии, когда рядом с ним обновляют парк. На деньги местного бюджета и программы «Комфортная городская среда» было решено фонтан переделать полностью. Проект строительства было полностью заменено основание, подготовка под чашей, залита новая чаша из бетона, все привезены гранитные элементы. У нас гранит Балтийский карьер, там в Петербурге, оттуда здесь привезен гранит. Вот. Рыбки, которые изначально у нас были, и тюлени, мы их демонтировали, отправили на производство, где их 3D-сканером отсканировали, повторили в граните абсолютно идентичные. Были заменены все коммуникации, подведена подсветка. Горожане очень переживали, что будет хуже. Дескать, этот фонтан едва ли не символ Ухты, ностальгия по доброму прошлому города, но и историческая память. По некоторым данным, проект этой достопримечательности создавали репрессированные. Но исходя из увиденного, можно сказать, теперь явно лучше, чем было до ремонта. При этом фонтан практически идентичен исходнику. Даже дно чаши, по желанию горожан, выкрасили в голубой цвет. Дно покрыто специальной резиновой краской, она износостойкая, выдерживает температуру от минус 50 до плюс
там 100 с чем-то. Вот. Влаги она не боится, специально использована краска для бассейнов и фонтанов. Вот. Краску мы тоже привезли из Самары. Подрядчик завершил все работы согласно контракту. Первый пуск планировали еще днем 30 октября, но система забилась из-за проблем с фильтрами. Их прочистили и к ночи все же включили фонтан для проверки. Теперь его подготовили к зимовке, систему продули, чтобы вода в трубах не замерзла. По словам мэра, хоть он и доволен результатом выполненной работы, остались вопросы к асфальтированию площади у фонтана. Качеством полотна градоначальник недоволен, но работы по благоустройству этой площади продолжатся. В следующем году на газоне появятся растения, на Октябрьской установят декоративные заборчики и поставят скамейки. Также Магомед Османов заинтриговал жителей проектом фонтанов на Комсомольской площади и у Дворца культуры. Их планируют сделать в следующем году.